Здравствуйте, в прямом эфире передача «Знай свои права», и я ее ведущая Махаббат Мансурова. Сегодня мы ознакомимся с деятельностью самого правового ведомства страны. И в этом нам поможет наш гость, министр юстиции Кыргызской республики Уран Тюлендиевич Ахметов. Здравствуйте, Уран Тюлендиевич. Здравствуйте. В основе нашего государства есть такое понятие, как закон, ну а слово «юстиция», дословно с латинского языка, переводится как «справедливость» и «законность». Так значит, получается, что у вас самое главное министерство в республике, верно? Да, во-первых, я хотел бы поблагодарить вас за приглашение на эту передачу. Я очень рад участвовать здесь. Да, безусловно, роль Министерства юстиции в органах исполнительной власти, она очень велика. У нас основные направления, по которым мы работаем, это не только реализация принципов справедливости, законности в различных отраслях, но и нормотворческое регулирование, нормативно-правовое регулирование. Кроме того, на Министерство юстиции возложены и другие полномочия, функции, такие как обеспечение судебной экспертной деятельности, в вопросах адвокатской, нотариальной деятельности. Кроме того, на Министерство юстиции возложены функции по регистрации юридических лиц. Также Министерство в рамках реализации своих полномочий осуществляет защиту прав и свобод граждан и человека. Мгм. А сейчас многие министерства и ведомства проводят коллегии по итогам года, да? А какие итоги Министерства юстиции? Да, действительно, сейчас как раз-таки такой период проходит, где каждый государственный орган подводит итоги прошлого года. Наша коллегия запланирована на 10 число февраля месяца. Мгм. У нас стоит очень довольно большой объем вопросов, которые мы планируем рассмотреть. В том числе это же и вопросы дальнейшего развития в рамках стратегии и государственных программ в рамках Мгм. адвокатской деятельности, нотариальной, исполнение плана законопроектных работ и вот такого рода вопросы, которые входят в компетенцию Министерства юстиции. Мгм. А если вот в общем рассмотреть, как вы можете оценить вот предыдущий год, продуктивный ли он был для вашего министерства, и какие вот основные моменты вы можете отметить, вот каким успехом пришли? Мгм. Да, действительно, итоги прошлого года, я считаю, что они довольно неплохие. Одним из таких ярких моментов, которые были инициированы министерством и поддержаны правительством, это, безусловно, утверждение концепции правовой, повышение правовой культуры Мгм. Кыргызстана. Эта концепция рассчитана на 4 года, Мгм. утвержден план мероприятий по ее реализации. Это документ, который довольно долгое время рождался при содействии международных наших доноров, неправительственного сектора. Это вот первый документ, который такой наносит стратегическое направление. Вторым документом, я полагаю, что тоже таким, который мы могли бы отметить, это является принятие закона о гарантийной государственной юридической помощи в Мгм. новой редакции. Этот закон вступил в силу 20 декабря. Мгм. В настоящее время Министерством юстиции проводятся мероприятия по приведению в соответствие, по реализации норм. То есть стоит довольно большой спектр работы по принятию соответствующих Мгм. положений, инструкций различного рода, которые будут направлены на реализацию этого закона, чтобы этот закон Мгм. действительно заработал, и каждый гражданин, который Мгм. нуждается в этой помощи юридической, мог действительно получить ее качественно, вовремя. Мгм. А в чем была вообще необходимость вводить изменения в закон ГГЮП, да? А чем новый закон будет отличаться от старого? Во-первых, эти необходимы, хотел бы сказать, что эти изменения они были необходимы. Этого требовала сама ситуация, время, поскольку круг лиц, нуждающихся в правовой помощи, он намного шире, чем охватывала редакция, принятая ранее, Мгм. действующая. Если, допустим, прежняя редакция, она фокусировала свое внимание только на лицах, кто нуждался в поддержке, правовой поддержке в рамках
уголовного судопроизводства, то в настоящее время этот круг расширен. Иные лица, категории лиц, они включены в эту программу. Это во-первых. Во-вторых, таким новшеством, которое будет очень хорошо, мне кажется, способствовать развитию этого закона, исполнению этого закона, это будет создание центра, который будет координировать эту помощь, поскольку раньше эта деятельность она осуществлялась Министерством юстиции, и, честно говоря, учитывая вот те направления деятельности, которые Министерство юстиции занималось, она, может быть, не в полной мере уделяла достаточного внимания ввиду объективных причин. В настоящее время этим будет заниматься центр, который будет координировать, то есть у него перед ним стоит одна определенная четкая задача. Соответственно, эта задача она должна быть исполнена, и мы надеемся, что вот, это заработает. Это в рамках достижения этой цели Министерством юстиции был подписан приказ о создании рабочей группы с включением и сотрудников министерства, представителей адвокатуры, представителей неправительственных организаций, наших международных доноров, которые нам всегда поддерживают нас, для того, чтобы мы могли поэтапно выработать соответствующие поправки нормативного характера, которые уже будут на деле реализовывать эти положения. А давайте напомним нашим телезрителям, а если у вас есть интересующий вас вопрос, вы можете связаться с нами по номеру 510018. И у меня такой вопрос. Вот Министерство юстиции сейчас серьезно взялось за повышение правовой грамотности населения. Да? А какие уже работы были сделаны в прошлом году и на каком этапе сейчас находится ведомство? Да, действительно, как я вот ранее отметил, была принята концепция и план мероприятий по ее реализации. Там заложены очень важные мероприятия, такие как правовое просвещение, то есть она очень объемная, то есть начиная с того, что каждый государственный орган, на каждый государственный орган возложено полномочия по проведению такой просветительской работы. Это во-первых. Во-вторых, совместно с Министерством образования было принято, что будут введены классы, то есть предмет, как человек и общество, во всех образовательных учреждениях. Особенно это касается школ, то есть детей, чтобы ребенок с малых лет уже понимал, что такое его права, где они начинаются, что такое права других лиц, тех же, допустим, начиная с одноклассников, соседей, то есть и тогда уже человек, молодой человек, там, ребенок, школьник, он, понимая эти основы, мне кажется, он уже будет, соответственно, и гражданином полноценным, который соблюдает права и свои, и сограждан. А вот если на деле посмотреть, был автобус солидарности, да? Вот можете об этом рассказать, на самом деле, вот сколько человек получили помощь, сколько там консультаций, с какими вопросами в основном обращались граждане. Вот можете об этом рассказать? Да, автобус солидарности — это у нас такой очень пилотный проект. Он довольно хорошо был, итоги его хорошо, мы полагаем, были реализованы. Это такой автобус, который ездит по регионам. Если не ошибаюсь, вот около 25 населенных пунктов он объехал. За этот период он оказал услуги юридического характера более 4000 граждан получили. Ну, вопросы разного характера, и иногда они даже, может быть, не столь такого правового, поскольку, допустим, начиналось от того, что как ребенка устроить в школу, как получить разрешение там, на строительство. Да, это все как бы правового характера, но мы надеялись, что этот наш проект, он будет более немножко уже, но вот эти вопросы дали нам понять, то, что потребность в правовой информации намного шире, чем мы даже ожидали.
Поэтому этот позитивный опыт мы и в этом году продолжим. Этот автобус, он также у нас будет курсировать и по другим городам, селам, оказывать поддержку юридического характера для наших граждан населения. А вот кто не успел воспользоваться такой прекрасной возможностью, а есть ли у них другая возможность обратиться за бесплатной юридической консультацией, ну и куда они могут обратиться, возможно ли это? Да, это очень важный вопрос. Иногда к нам граждане обращаются, просто говорят, помогите найти человека, кто нам бы разъяснил бы. И действительно, вот министерство, понимая эти нужды, при содействии наших обратно же доноров, мы в рамках вот этого закона, в рамках других наших концепций, направлений учредили в этом году уже 10 центров оказания бесплатной юридической помощи. Они в регионах в различных. Полный список вы можете найти на нашем сайте Министерства юстиции. У нас также на сайте есть интерактивная карта поставщиков юридических услуг. То есть в настоящее время 10 центров таких уже по всему региону работает. В этом году мы планируем открыть еще дополнительно 9. Эта работа нами проводится, потому что мы действительно видим и понимаем, что граждане нуждаются вот элементарно в такой правовой подсказке. Как поступить в той или иной ситуации, как отреагировать на, допустим, на вот те реалии, которые перед которыми они сталкиваются. Они могут за любой помощью обратиться? То есть, ну, консультация, кроме консультации, возможно, какая-то другая, возможно, там сопровождение там, в судах, скажем, Да, или да. составление заявлений. Да, у нас есть вот эти центры, они также оказывают, вот как я упомянул, что они оказывают помощь. Также у нас есть соответствующие, вот у нас договоренность с адвокатурой в рамках вот этих вот нормативных актов, что они оказывают помощь, в том числе и сопровождение в судах. То есть гражданин, которому требуется эта помощь, он может обратиться, ему соответствующие услуги предоставят. Давайте мы сейчас обратим внимание на тематический ролик о деятельности и государственных услугах, оказываемых Министерством юстиции, а потом уже снова вернемся к нашему диалогу. Министерство юстиции Кыргызской Республики оказывает следующие услуги. Проводит регистрацию, перерегистрацию и ликвидацию юридических лиц и филиалов, представительств по принципу единого окна, а также проводит регистрацию средств массовой информации. Осуществляет следующие нотариальные действия. По запросу заинтересованных лиц осуществляет выдачу официальных заверенных копий нормативно-правовых актов Кыргызской Республики в бумажном варианте. Проставляет апостиль на официальные документы, подлежащие вывозу за границу. Более подробно с интересующей информацией о деятельности министерства вы можете ознакомиться на официальном сайте www.minjust.gov.kg. Министерство юстиции Кыргызской Республики. Всегда к вашим услугам. Мы снова в эфире. Скажите, пожалуйста, вы можете назвать, вот, какие определенные успехи были достигнуты в реализации концепции по повышению правовой культуры населения? Вы знаете, плюсы? вы знаете, повышение правовой культуры – это итоги, учитывая то, что эта концепция была принята буквально в середине прошлого года. Я думаю, это говорить однозначно, что итоги уже имеются. У нас, я, наверное, на данном этапе сказать не смогу, но я могу сказать то, что нами проводится работа. Правовая культура – это вопрос не а прямое воспитание. Вопрос воспитания, он процесс длительный. Вот. Но те моменты, которые заложены в этой концепции, те мероприятия, которые мы перед собой ставим, и планы, которые мы имеем, я полагаю, что они дадут хороший результат, но эти итоги, я думаю, мы можем, по крайней мере, уже ожидать вот в конце этого года, когда уже в школах запустятся эти
учебные уроки, да, вот по человекообществу, проведутся различного рода мероприятия, как «Знай свои права», вот автобус солидарности и иные, вот, если мероприятия, они у нас, которые проходят, они, я думаю, дадут свои результаты. Но в настоящее время, вот откровенно скажу, вот этот процесс только зарождается. А вы можете тогда рассказать о планах Министерства юстиции, какие цели ставите, вот, например, за год, да, вот, чего вы хотите достичь? Да, планы у нас уже есть видение по деятельности Министерства юстиции. Во-первых, хотелось бы нам видеть, допустим, к концу этого года, что Министерство юстиции она станет намного прозрачным и открытым. В этом нам помогут те технологии новые, которые уже используются широко и в других странах. Мы, безусловно, изучаем опыт других стран. К примеру, вот у нас есть ряд направлений, важных для нас, важных для граждан. Это вопросы государственных услуг, оказывающих Министерством юстиции. К примеру, вопросы регистрации юридических лиц. А в настоящее время это проводится таким образом, что гражданин, желающий зарегистрировать юридическую фирму, он обращается в Министерство юстиции, заполняет ряд бумаг, должен принести с собой ряд копий документов. То есть это очень затрачивает время. Вопросы, допустим, коррумпированности, здесь откровенно говорю, у нас тоже поднимаются. Очень много нареканий со стороны граждан есть, что эти процессы затягиваются необоснованно. Вот в рамках решения этих проблем у нас уже имеются определенные договоренности по разработке соответствующей онлайн-системы, когда гражданин может обратиться, не обращаясь у себя дома, провести регистрацию юридических лиц, буквально нажав несколько клавиш, вот, заполнив анкеты онлайн, которые наш сотрудник, уже сидя в министерстве, тоже не затрачивая дополнительного времени, не имея контакт с заявителем, провести эту регистрацию и выдать соответствующее свидетельство. Даже не выдать, то есть планируем так, это, конечно, надеюсь, мы сможем это сделать в ближайшее время, что после осуществления этих мероприятий по онлайн, используя нашу онлайн-систему, он может распечатать свидетельство у себя, сидя дома, и получить такую вот услугу за короткое время, не затрачивая своего. Это делается для удобства наших граждан, да. А возможно, есть у вас еще какие-то другие планы, что касается, чтобы как-то сделать более удобным? Да, у нас, вот как я говорю, у нас в министерстве, и в том числе у нас есть функции по нотариальной деятельности. Тоже очень много нареканий мы получаем, что у нас нотариусы, тоже имеются проблемы в этой отрасли. Для этого также мы планируем ввести электронный журнал нотариальных действий. То есть со стороны Министерства юстиции будет вестись контроль за всеми теми действиями, которые совершают нотариусы. Это что? Что это принесет людям? То есть, когда есть контроль за теми действиями, у нас это все отражается в базе данных. Соответственно, эти действия, они закреплены законом, они зарегистрированы. То есть права тех лиц, которые обратились за этой помощью нотариальной, они защищены. Потому что у нас очень много есть как бы лженотариусах, либо иных лицах, кто недобросовестно исполняет свои функции. Ну и такой вопрос. Недавно президент подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности в части ужесточения наказания в отношениях тех, кто нарушает общественный порядок. Да? Вы можете немножко подробнее разъяснить, что это такое вообще? Да, действительно, этот закон был подписан. Это как раз идет наряду с теми
концепциями, которые, допустим, утверждены. Это предусматривает увеличение ответственности, повышение ответственности, санкций тем лицам, кто, ну, так скажем, распивает спиртные напитки, к примеру, за привлечение вот несовершеннолетних в такие действия, которые... Это увеличивает ответственность лиц. Соответственно, мы полагаем, что эти меры, они, безусловно, окажут влияние. Лица, увидев, что ответственность повышается, они будут более уже осторожны, не будут поступать, вот, как вот мы все известны, допустим, факты, там, начиная там, от того, что от семечек этих даже, которые у нас очень в прессе были и онлайн были обсуждаемы. То есть эти действия, они уже будут караться в более жесткой мере. А плюс еще нецензурная брань, да? Да. Также есть- повышается ответственность за нецензурную брань в общественных местах, ну и вообще. Это, я думаю, это очень правильно. Это вопрос культуры, этики, уважения граждан, уважения самого себя, поскольку такое поведение это ставит под вопрос и воспитание, и культуру, и всего в целом. А как вы считаете, вообще оправдает ли закон и сможем ли мы как бы определенную категорию лиц, граждан, да, как-то научить вести себя подобающим образом в общественных местах? То есть насколько он эффективен будет этот закон? Я полагаю, что он, безусловно, будет эффективным. Самое главное, чтобы народ, граждане наши знали, что есть ответственность за такие действия. Со стороны Министерства юстиции, безусловно, будет вестись такая разъяснительная работа, которая будет гражданам информировать, что это вопрос культуры, что нельзя так поступать, что за эти действия могут быть применены меры ответственности. Ну и не только в порядке угрозы, а в том числе и в порядке как бы стимулирования. Вопрос правильного поведения, поскольку правильный поступок он должен, соответственно, быть примером. Поэтому граждане и лица общественные деятели, конечно, если они будут показывать пример, который заслуживает в том числе и уважения, и чтобы народ следовал им, это, безусловно, это будет лучший как бы посыл людям, нежели усиление ответственности, конечно, потому что надо начинать не с применения мер, не как бы не кнутом, а пряником, так скажем. Ну и вы самый молодой министр в составе правительства, да, и логично предположить то, что вы полны идей, готовы работать и еще раз работать, да. Расскажите, пожалуйста, вот, что вы ставите, что у вас в приоритете, да, какие идеи свои хотите вы, например, реализовать, какое государство построить? Да, действительно, идей очень много. Вот, во-первых, хотелось бы акцентировать наши планы, я перед собой ставлю. Это чтобы граждане непосредственно не ощутили, что те услуги, то внимание министерства, она намного увеличилась. Это как можно сказать? Во-первых, это государственные услуги. Те услуги, которые оказывает министерство. Если мы эти услуги будем оказывать качественно, вовремя, без нареканий, то, конечно, каждый гражданин, кто обращается за помощью, он ощутит это. То есть первый этап хотелось бы, перед собой ставлю и перед министерством эту цель, чтобы те услуги, которые мы перед собой осуществляет министерство, оказывает министерство, они были реализованы в лучшем виде. Ну, у нас 510018 номер. Вы можете позвонить нам и также задать интересующие вас вопросы.
Расскажите, пожалуйста, вот закон о ГКЮП, да, немножко к нему вернемся, да. А сколько времени потребовалось, чтобы его разработать, и много ли людей, да, вклали в этот закон свои силы? Потому что Да, действительно, это продукт не одного дня. Он был выработан с участием многих сторон заинтересованных, кто действительно радеет за это, за государственную помощь, за оказание услуг гражданам, чтобы они получили его очень в доступной мере. И международное сообщество, и наши неправительственные организации, и, безусловно, само Министерство юстиции во взаимодействии с другими нашими государственными органами проводило эту работу. И во взаимодействии с парламентом, поскольку этот закон также он проходил одобрение в парламенте, тоже были внесены ряд очень верных корректив, которые в последующем были поддержаны президентом, и этот закон вступил в силу. у нас в эфире звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, девушка, к вам вопрос. Мгм. Вот здесь... Вот просто вот здесь указ президента вышел насчет нецензурной брани. Кто практически будет задерживать? Кто будет... Спасибо, ваш вопрос нам понятен. Да, безусловно, это контроль за реализацией за этой мерой ответственности возложено на органы внутренних дел, которые будут вести контроль за общественным порядком, и они будут соответствующие меры взыскания применять в отношении лиц, которые нарушают общественный порядок. Примерно какое наказание будут нести это, то есть штраф или лишь даже... Да, это, безусловно, это будут штрафы, уровень которых он повысился. Я думаю, это заставит задуматься тех лиц, кто может совершить это правонарушение. У вас есть какие-нибудь пожелания, например, вы, может быть, хотели бы обратиться к нашим гражданам, да, или... Вот, то есть свободный микрофон. Спасибо большое. Да, хотелось бы сказать, что в настоящее время перед правительством, перед Министерством юстиции стоит большая задача и перед гражданами самими. Это повышение уровня правовой грамотности, воспитания нашего молодого поколения. Я хотел бы, чтобы каждый гражданин не оставался безучастным в этом, потому что личным примером для своих близких, для своих членов семей, для соседей вы правильным примером будете, если будете подавать, то это будет огромный вклад для укрепления и культуры, и в целом правовой культуры для нас в Кыргызстане. Поэтому я хотел бы, чтобы каждый гражданин не оставался безучастным в этом, чтобы совместно с Министерством юстиции, которое всегда готово выслушать, если какие-либо есть предложения, которые также направлены в это, мы готовы выслушать. У нас есть интернет-сайт, на котором вы можете направить свои предложения. Это www.minjust.gov.kg. У нас есть аккаунт в Фейсбуке Министерства юстиции Кыргызской Республики, на который вы также могли бы направить свои предложения, либо замечания, которые мы, безусловно, рассмотрим и примем соответствующие меры. Уран Тулюндиевич, благодарим вас за интересную беседу. Желаем продуктивного года министерству. Наше время подошло к концу. Будем видеться с вами каждый вторник в 20:30. До новых встреч в эфире.